Гудаутский ковид-госпиталь на сегодняшний день заполнен. Здесь проходят лечение 99 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19. Из них 21 в тяжелом состоянии, 17 находятся в реанимации и больше 30 человек – пациенты средней тяжести. В данный момент увеличилось количество летальных исходов, потому что пациенты в основном возрастные, у которых есть свои сопутствующие хроническая патология, которая при присоединении коронавирусной инфекции утяжеляет состояние пациентов. Несмотря на то, что ковид-госпиталь обеспечен необходимыми препаратами, сложности с медикаментами все же есть. Учитывая то, что эта эпидемия коснулась не только Абхазию, но и Россию, в основном откуда мы получаем медикаменты, и эти трудности при закупе, доставке медикаментов касаются не только нашей больницы, но и окружающих территорий. Конечно, в данный момент у нас возникают проблемы с медикаментами, но при этом государство старается достаточно нас обеспечить, и, по крайней мере, тяжелым больным мы стараемся вовремя давать. То, что покупают родственники, есть медикаменты, которые они принимали сопутствующие патологии. К сожалению, учитывая ту нагрузку, которую получает и наша больница, и государство сейчас, обеспечить их лекарствами, которые они постоянно получали, очень трудно. Вот. А проблемы есть. И лечение дорогое, о чем говорилось с самого начала, и просилось населению быть внимательным к своему здоровью, здоровью окружающих, что медикаменты очень дорогие, в аптеках их не достанешь. И учитывая всю эту обстановку, больные, конечно, стремятся на госпитализацию в наш госпиталь, но проблемы, кроме медикаментозного обеспечения, есть проблемы с персоналом. В госпитале до сих пор существует острая нехватка рук. 12 декабря заступила на дежурство бригада врачей Башкирского государственного медицинского университета. Они уже приступили к работе в красной зоне и помогают нашим медикам в лечении тяжело больных пациентов. Но, тем не менее, по-прежнему ощущается нехватка медиков и санитаров. Большое количество медиков болеет. Болеет младший персонал, болеет врачебный персонал. Болеют и врачи. И, естественно, их не хватает. У нас проблема с реаниматологами, анестезиологами. У нас проблема с терапевтами. У нас огромная проблема с реанимационными медсестрами. А про санитарок вообще не могу сказать, что их практически нет. И, естественно, люди то, что возмущаются, говорят, что нет ухода, нет уборки, некому делать. Вот реально некому делать, потому что не идут. Даже учитывая то, что и ковидная доплата есть материальная помощь от диаспоры абхазской, но люди, сами заболев, увидя условия работы, в которых они работают, они не хотят идти сюда работать. Эту неделю должна была приехать бригада республиканской больницы по реанимации. Ни одну реанимационную медсестру они не смогли прислать, потому что у них много своих реанимационных медсестер болеют. И учитывая, что это головное учреждение, и они всю нагрузку экстренную ведут, практически они там работают, обеспечивая свое реанимационное отделение, через сутки, через двое дежурят медсестра. И прислали 4 медсестер общего профиля, которые, конечно, вначале с круглыми глазами, но девочки адаптировали, старались, но это огромная нагрузка на них. 4 медсестры ведут посменно, работая по 2 человека, через каждые 5 часов ведут, на сегодня у нас 17 пациентов, а было 21, когда одна медсестра должна работать на 3 пациентов реанимационных. Статистика неумолима. От коронавирусной инфекции почти ежедневно умирают пациенты. И это не только пожилые люди с хроническими заболеваниями. Пациенты поступают разные, из всех районов республики. Тяжелых много. Некоторые лежат целыми днями на животе с трубками во рту. К сожалению, бывают такие случаи. Это очень тяжело для нас, для врачей, для каждой жизни человека для нас важна. Но мы же ведь не боги, всех спасти не сможем. Когда умирает у нас больной, максимально пытаемся, как полагается, обработать его, родственникам объяснить, чтобы не открывали, потому что риск того, что заразиться, есть огромный. И поэтому всех предупреждаем, чтобы они не открывали этот гроб. И отсюда, когда они забирают, абсолютно герметично закрыто, обработано.
С самого начала пандемии врачи практически не покидают госпиталь, круглосуточно находясь рядом с больными. Одна бригада врачей, отработав определенное количество дней в красной зоне, отправляется на самоизоляцию. Их сменяет другая группа. Ренель Кубали уже полгода не выходит из госпиталя. Сегодня он сопровождал нас в зоне, приближенной красной. В зеленом зоне за стеклом находится красная зона, в которой лежат больные. И отсюда все мониторы абсолютно, все аппараты абсолютно отсюда видны. Для того видно, что отсюда врачу, чтобы легко было наблюдать за этими больными. А медсестры постоянно находятся, они меняются по очереди, не заходят туда и там находятся они. То бригада не выходит сюда, пока эта бригада не зайдет туда. Бригада заходит, и медсестры выходят оттуда, приводят себе порядок, чуть-чуть передохнут, перекусят, там выпьют водички и так далее. И обратно же по времени распределенные, и обратно же заходят они туда. Да, это очень трудно, это очень утомительная работа, но они молодцы, просто они очень сильно стараются, даже тем, что не знают, максимально пытаются нам спросить, врачи, как это делать, как делать, потому что они не имеют реанимационного образования. Если были бы реанимационные медсестры, они было бы гораздо легче с ними работать. Но с ними тоже пытаемся максимально найти общий язык с этими медсестрами тоже. Они тоже пытаются нам послушать и очень хорошо справляются в данной ситуации. То есть сложности, это всегда было сложности, но сложностями как-то проходят. А вот тяжело больные, которые не могут сами вставать, их кормят здесь, в палатах? Конечно, их кормят день-три раза, утром, днем, вечером. Еду приносят, медсестры кормят их. Если санитарка присутствует, санитарка полностью занята этими делами, чтобы больной максимально получал питание трехразовое, которое у нас в больнице находится. И за счет этого так. А которые больные сами, они легкой степени, которые находятся, и средней легкой степени, которые находятся, они даже питаются, сами там подносим, и они сами питаются, как им будет удобно, чтобы покушать. Медики не устают призывать население соблюдать элементарные нормы безопасности, чтобы не пополнить списки заболевших коронавирусной инфекцией. Здесь адский труд. Я хочу, чтобы люди понимали, что здесь мы не на курорте, мы не отдыхаем. Есть такое даже понятие у некоторых: ой, что вы там в Гудаутах? Вы же там большие деньги получаете. Дело не в деньгах, и дело совершенно не в этом. Здесь люди задыхаются. К великому сожалению, вся планета борется с этой заразой, и мы не стали исключением. К великому сожалению. Но есть у многих понимание, с какой проблемой Абхазия столкнулась. У многих нет этого понимания. Они считают, что это банальный какой-то грипп. Это не банальный какой-то грипп. Может быть, кто-то легко его перенесет, бессимптомно. Но мы должны понимать, что у нас есть старшее поколение, что эту заразу мы можем домой принести. Никто дистанцию не соблюдает, абсолютно. Люди расслабились. Пожалуйста, на Абхазсках гулянки. Это тоже надо. Я понимаю, что не надо зацикливаться, что жизнь идет вперед. Я все прекрасно понимаю. Есть молодежь, которая женится, тоже все прекрасно понимаю. Но как-то надо немножко воздержаться. Почему, я сейчас объясню. Если поэтапное поступление больных или массовое поступление больных, когда массово поступают больные, у нас рук не хватит. И так у нас половина медиков болеют. Надо немножко воздержаться. Далее мы направились в здание, где установлен компьютерный томограф. Здесь КТ работает каждый день с утра до 15:00. Начинаем со стационарных пациентов, потом амбулаторные, конечно, тоже подтягиваются. После каждого пациента мы, конечно, все обрабатываем спиртом, потом меняем пеленки, бахилы. Конечно, и себя тоже обрабатываем, и все, и выходим, и работаем дальше. С какими сложностями вы сталкиваетесь? Конечно, сложности, когда реанимационных больных врачи сами одеты, привозят их, вовремя успеть быстро их обследовать. Вот это тяжеловато. Кислород с этими баллонами. В общем, на сегодняшний день мы можем сказать, что в Гудауте компьютерный томограф работает бесперебойно, без всяких ошибок. Да.
Несмотря на все предпринимаемые меры, в стране сохраняется сложная эпидситуация. Наблюдая за тем, как мучаются пациенты Гудаутского госпиталя, как борются за их жизни врачи, сложно понять граждан, которые до сих пор не верят в вирус и игнорируют правила безопасности. Только соблюдая меры предосторожности, все вместе мы сможем победить болезнь и защитить себя и своих близких. Сария Кварацхеля, Эльдар Дамиров, Абхазское телевидение.